Настоящая кыргызская ферма. Высоко в горах. Чистый воздух, кобылье молоко и кумыс. Ай, молодец. Только хозяин у фермы настоящий немец. Абрам с детства трудился в хозяйстве у отца. Кыргызские горы и кыргызская лошадь для него роднее немецких полей и рек. С ранних лет Абрам вместе со своим братом помогал родным ухаживать за лошадьми, доить кобыл и чистить ферму от навоза. Позже все хозяйство перешло братьям по наследству. О, это мой отец. Это мой отец начинал здесь. Это он начинал. Вообще это все. Здесь пустырь был. Здесь ни одного дерева не было. И все пусто было. Вот они с дядей моим, своим братом, отец, с братом, они вдвоем начинали. Там одна дойка, вот видите, домик стоит. Там это, и вот здесь потом эту дойку строили. Теперь Абрам вместе с братом понедельно работает на ферме. Настоящей работой назвать это сложно. Для Абрама это скорее стиль жизни или призвание. Лошади его судьба теперь навсегда для него и его детей. Мы-то раньше при Союзе мы у скота же тоже работали, только мы коров, телят выращивать там, да, вот этим занимались. А отец потом, вот он с 83-го года, он начал заниматься вот с лошадьми, вот это он, эти деревья он посадил здесь. Данька, садись, Дой. Вот сюда иди. Давай, Дой. Место. А на место. Место. Абраму удалось наладить современную систему получения кобыльего молока. На первый взгляд все просто. Есть кобыла, у нее есть молоко. Нужно только подоить. Однако все далеко не так. Вот это равносильно, что вот коров доили. То же самое. Только соски мы отрезали наполовину. Отрезали и сделали их меньше, потому что соски у кобылы маленькие. И также мы доим. Как коровы. Видите, они боятся. А место. 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 А место. Помимо автоматизированной системы доения, Абрам ввел на ферме и особый психологический подход к умному животному. Дело в том, что кобыла просто так не отдает молоко. Ей обязательно необходимо присутствие жеребенка. Если кобыла не дает молоко, она не хочет дать, да, молока. Мы там поднимается у нас, и один подходит, он сосет. И когда кобыла начинает давать молоко, мы его убираем и собираем молоко. Одна кобыла за раз дает не больше 2 литров молока, поэтому доить приходится часто. Каждой кобыле необходим особый подход. Секрет успеха Абрама в отношении к своим подопечным. Лошадь – это уникальное животное. Это уникальное животное. Лошадь не любить, я не знаю вообще. Я знаю, что многие люди любят лошадей. И она действительно, это лошадь, это... Но это все, да, это... Ну, раньше, да, передвигались. Машин не было, все на лошадях, правильно, да? Также и мы здесь, все на лошадях. Немецкий подход во всем. После дойка кобыла послушно уходит в стойло. Само кобылье молоко требует аккуратности и чистоплотности. Сразу из-под кобылы оно поступает в специальную систему. Никто не верит, что можно будет, что кобыла может привыкнуть к этой дойке, да? Но это, оказывается, возможно. Как это все дуется? Сначала там, потом там? Ну, вот оттуда, вот от кобылы вот идет по проводу, вот по трубам идет молоко, и вот сюда заходит. Вот сюда в этот бачок идет. Молоко! Молоко! Вот такими кружками пьем ежедневно и прибавляем столько же весу, столько же здоровья. Так что пейте, дети, молоко кобыле. А я в 2008 году получил инсульт. У меня все отказом был. Я даже вот эту посуду не мог держать вот так, ни справа, ни с левой. Не мог ходить, мне 2 человека вот так это ходило. Вели там вот. И после молока у меня 99% восстановления организма. Поэтому молоко очень полезно, кобылиное молоко.
Туристы, отдыхающие на ферме у Абрама, словно пчелы на мед, быстренько собираются, чтобы первыми отведать парного кобыльего молока. Наша съемочная группа не стала исключением. Тоже будешь пить? Давай, да? Попробуешь? Она вкусное молоко. Ты попробуй. Сладкая, да? Сладкая, да. Она не кислая, как кумыс. Не похожа на... Коровье? Нет, нет. Она в том-то и смысл, что коровье молоко, она же жирная, а здесь жирности нету. А чем полезно оно? Вообще печень, кишечник идеально, желудок. Даже сахар, да, сахар понижает. В летнее время туристы для Абрама – главный источник дохода. На ферме есть все условия для их проживания. Тут и на баяне поиграть можно, и отдохнуть в тишине национального колорита в настоящей киргизской юрте. Я уже 6-й день. Я приехала, ну так, спокойно, спортсменом не была. А сейчас уже я иду на спорт, как говорится. После того, как очищение сделать так легко, я лечу. Сам Абрам чувствует себя здесь особенно комфортно. Родная земля и спокойствие, которое так необходимо, особенно в последнее время. Если у нас будет мир, не будет войны, конечно, здесь будем жить. Куда нам ехать? Зачем? Здесь же все свои. Мы здесь родились, и родители здесь, все нас знают. И, не знаю, там, ну, хорошо здесь жить тоже, знаете. Для того, чтобы турист чувствовал себя по-настоящему комфортно, вся женская часть семьи Абрама готовит сытный обед. В этот раз это шарпу из молодого горного барашка и барсоки – неизменный спутник самой вкусной кыргызской трапезы. Наливать. Но у меня хорошая семья, у меня хорошие дети. В принципе, конечно, бывают и везде проблемы свои, но в основном, я бы сейчас сказал, конечно, счастлив. Конечно, я хоть и своих внуков не вижу так часто, но в основном я себя неплохо здесь чувствую. Несмотря на то, что вся семья общается с туристами на русском языке, им все же удалось сохранить немецкую культуру. Язык, который остался языком общения внутри семьи. Wow! Vraag was die wollen. Je wekt hem op, ja? Ну, все равно мы дома разговариваем, да, на своем языке. Все равно разговариваем дома. И, конечно, если бы никто отсюда не уехал, наверное, было бы лучше еще. Было бы лучше. Ну, чувствуешь, конечно, что среди кыргызского народа живешь и к своим, как свой. Пока туристы обедают, семья Абрама не сидит без дела. Племянник Даниэль готовится согнать кобыл для очередной обязательной процедуры – кормления жеребят. Куда я поехал? За лошадями, чтобы жеребят напоить. Каждый же ребенок, он знает свою маму, и мама знает своего ребенка. Они по запаху определяют красоту. Чужого не. Вот видели сейчас, вот чужой подошел, она кусать начала его. Это они знают, как и люди своих детей все знают, так и лошади своих детей. Бог. Это наш серый, это папа всех мам. Любимец Абрама – жеребец серый. На него возложена особая функция. Он заменяет Абраму несколько пастухов. С ним в горах не пропадет ни одна кобыла. Но он пасет их, да. Я их только пригоняю, когда мне надо на дойку. А так он всю функцию он выполняет полностью. За ними ухаживает, их семеняет. Все его работа. Это его жена, 20 кобыл. Это егоные. Как бай. Как у мужа жена, так это у него кобылы. Да.
Основное богатство Абрама – это, конечно же, кобылы. Они предназначены исключительно для дойки. Выпасенные умелым жеребцом, они словно драгоценный камень хранятся в стойле, ожидая часа доения. Их на ферме около 30. И каждую Абрам знает и любит словно своего ребенка. Ну что они для нас значат? Они для нас все значат. Это наша работа, во-первых, да. И мы все время возле скота, да, и сколько я знаю, мы в деревне все время возле скота и с лошадьми, и со скотиной. Ну вот это все, это наша жизнь, наша работа, это наша. Другое, наверное, ничего не умею больше делать. Кроме парного кобыльего молока, Абрам готовит на ферме и традиционный кыргызский кумыс. Немного кислый, но очень полезный. Его вообще делают еще... Киргизы его заквашивают, там как-то у них какой-то рецепт есть, и они его не разглашают, сильно этот рецепт. А мы закваску у них берем. И потом мы берем закваску, там литров 5, и потом взять только теплое молоко, сладкое наливаем, мешаем, и она сама играет. Наподобие как пиво. За много лет работы Абрам так и не смог узнать рецепт кыргызской закваски. Зато познал главный секрет национального напитка кочевников. Так его надо часто мешать. Часто мешать надо его. Когда чем больше мешаешь, тем он лучше кумыс становится, чем он вкуснее. А сами-то любите? Конечно, кумыс. Очень хороший. Вкусно. Всю свою жизнь Абрам прожил в Кыргызстане. Лошади и киргизские горы стали по-настоящему родными. Местные жители и иностранные туристы загодя занимают очередь, чтобы летом попасть на лечебную ферму к Абраму. А для кыргызского немца любой гость в радость. Для него всегда найдется кружка полезного кобыльего молока и стакан кумыса. Я сколько ездил, я сколько раз уже в Германии был. Много уже проездил, да? Наверное, лучше места, чем этого нету. Не знаю, и погода хорошая, и природа красивая. Ну, все здесь хорошо. Понимаете, здесь все хорошо. Вот так разобраться, здесь все хорошо. Ну, все, живу, это же страна наша, как? Это все для нас, да? Это жизнь наша. Кыргызстан. Я не знаю, как.